Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Президент Абхазии встретился с молодыми предпринимателями и принял участие в открытом диалоге на форуме «Потомки героев». Вторая международная научно-практическая конференция открылась в Абхазском государственном университете. Пожар в окрестностях города Гал вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось. Существовала опасность для населения. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с нашим знаменитым соотечественником, русским абхазского происхождения, как он сам себя называет, Мехти Киут Лагуновым. Глава государства тепло приветствовал гостя, отметив, что страна гордится им. Президент вручил Лагунову паспорт гражданина Абхазии. Харьковский изобретатель Мехти Феофанович Киут Лагунов прославился своим мужеством и несгибаемой позицией. Он был задержан СБУ 17 августа 2017 года, обвинен в государственной измене и приговорен к 12 годам лишения свободы. Политзаключенный расценил это как смертный приговор, растянутый во времени. Киут был освобожден в конце 2019 года из застенков СБУ в ходе обмена заключенными между киевским режимом и республиками Донбасса. Мехти Киут Лагунов преподнес Аслану Бжания знамя, которое ему передали в тюрьму, где он содержался на Украине. И он сумел сохранить его и вынести обратно. Аслан Бжания, в свою очередь, передал это знамя в Музей боевой славы имени Арзенба как символ мужества и несгибаемости абхаза, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации. С 3 лет знаю, что я абхаз, и всегда был и оставался абхазом. И знаете, моя родина Абхазия. И когда у меня случались разные серьезные всякие неприятности, я, по примеру своего отца, я не осрамил ни отца, ни Абхазию, ни абхазский народ. Я всегда выдержал все испытания. И знаете, хочу вам сказать, что когда меня взяли как русского шпиона и пытали, бывало, пытали, но выдержал я все. И один раз вдруг приходит мне посылка, открываю, а там красное знамя. Потом я уже узнал, что оно было из Запорожья, это знамя. Запорожские ребята. На Украине немало наших людей. Ну, так уж случилось. И знаете, абхазы, Беслан и другие сказали, знаешь, это знамя может быть служить абхазским юношам и девушкам, и молодым людям, как пример верности Родине, стойкости. И хочу вручить это знамя вам. Вот наш национальный абхазский паспорт. Знаете, у меня много паспортов, но этот самый дорогой. Спасибо, спасибо большое. Храни Господь Абхазию. Счастья, здоровья и благополучия. Спасибо, спасибо большое. Будьте здоровы. В рамках патриотического лагеря «Потомки героев» в селе Тамыш открылась однодневная выставка работ абхазских ремесленников. Фестиваль народного творчества, на котором были представлены работы более чем 15 мастеров, посетил президент Абхазии Аслан Бжания. Глава государства ознакомился с выставленной продукцией и пообщался с молодежью. Все подробности в репортаже Рады Чачава. Национальная музыка, интереснейшие работы молодых предпринимателей Абхазии, праздничная и непринужденная атмосфера. Все это о фестивале народного творчества, однодневной выставке, прошедшей в Тамыш-Вилладж в рамках патриотического лагеря «Потомки героев». На фестивале нашлось место всему – и талантливым ярким работам абхазских ремесленников, и оригинальной керамике, и национальной кухне.
Сабина Ахиба – владелица собственной мастерской, в которой вручную изготавливает яркие оригинальные керамические изделия, аккуратно расписанные и украшенные. Сабина регулярно принимает участие в различных ярмарках, а работы ее минималистичные и изящные, явно изготавливаются с душой и любовью к своему делу. У меня дома мастерская, дома стоит гончарный круг, печка. Глину я закупаю, а все остальное делаю вручную. Расписываю, обжигаю, и вот все, что вы видите, это все сделано моими руками. Я часто участвую в различных ярмарках, и один из представителей ярмарок написал мне и пригласил на это мероприятие. Я здесь впервые, и для меня тоже пока все неизвестно. Я не знаю, что дальше будет, но очень интересно. Яромир Шалагин еще учится в школе, но уже вручную изготавливает удивительной красоты свечи и светильники. В представленном ассортименте можно найти и деликатные украшения, и ароматные свечи, залитые в оригинальные интересные формы, и аккуратные шкатулки. Я ученик 7-й школы и изготавливаю свечи и подсвечники уже в течение года. Я делаю это у себя в своей отдельной комнате в квартире, используя при этом маску и так далее. Я заливаю формочку смолу, при этом ее заливаю в отдельный стаканчик. Заливаем, перемешиваем, чтобы она как бы остыла. И потом заливаем формочку, добавляем камушков, красителей. В ярмарке участвовал 3 раза на площади ГУМа. А здесь первый раз на фестивале. Вам нравится? Да, нравится. Очень нравится. Беслан Волба вручную изготавливает традиционные национальные музыкальные инструменты, поражающие красотой и тонкостью работы. Он собственными руками построил мастерскую «Абна». Раньше он не занимался изготовлением народных музыкальных инструментов, но все изменилось, когда он получил приглашение поучаствовать в проекте, благодаря которому и освоил этот редкий, но важный навык. Впрочем, Беслан изготавливает и художественные макеты в единичных экземплярах. Некоторые из них стали подарками для абхазских диаспор в Турции и Москве. И вот сегодня вам покажут, как играют эти инструменты под руководителем Марины Шинеля. Это преподаватель в Доме юношества, которая обучает детей. И когда мы их только начали изготавливать, очень многие решили интересоваться тем, что вот хотели бы там дочке купить, сыну купить, как бы, и вот такие вот предложения пошли. На самом деле я думал, что это как бы уже потеряно, забыто, никому не будет интересно, но видите, мы с путем возрождения этого инструмента многим начало это интересовать. Инструменты делаю уже где-то около 2 лет, а вообще с деревом я занимаюсь больше 20 лет. Организаторами фестиваля выставки стали администрация президента Абхазии и Госкомитет по делам молодежи и спорту при поддержке первой страховой компании. Как отметил начальник управления государственной политики администрации президента Инал Хижба, проведенная выставка будет способствовать вовлечению молодежи республики в экономические и иные процессы. Проект представляет собой выставку мероприятия, которое будет способствовать вовлечению молодежи Абхазии в экономические, социальные и культурные процессы страны. Мероприятие поделено на зону выставку, где молодые предприниматели покажут свою продукцию, на зону спортивных игр и различных соревнований. Наша молодежь обладает большими талантами, и нам необходимо помогать им их развивать. Пользуясь случаем, хочу поздравить наш многонациональный народ с прошедшим Днем Победы, пожелать каждому нашему жителю нашей страны мира, здоровья, добра и благополучия. По словам председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараща Хакба, в мероприятии принимают участие молодые предприниматели, которым государство оказало поддержку. По итогам выставки у остальных участников также будет возможность получить помощь руководства республики. Ярко выраженных участников 5 человек – это те люди, кому уже помогло государство. И на фоне них как раз есть люди, которые уже давно этим занимаются, достаточно интересные молодые люди, но кому также нужна поддержка. В этом направлении Государственный комитет по делам молодежи и спорта будет в следующем году оказывать поддержку.
Мы сегодня будем иметь возможность ознакомиться с продукцией. У них, соответственно, будет возможность отправить заявку в Госкомспорт. И со своей стороны мы уже будем выбирать по нашим государственным критериям, кому есть возможность помочь. Тарач Хакба отметил, что выставка организована по поручению президента. Главная ее цель – знакомство с молодыми предпринимателями и их продукцией. На фестивале были представлены работы более 15 мастеров. Мы, к сожалению, пока не знаем многих и этим вопросом занимаемся. Оказывать поддержку – это наша прямая обязанность. Но, к сожалению, не всем можем оказывать такую поддержку, но со временем постараемся идти в этом направлении. Фестиваль-выставку посетил президент республики Аслан Бжания. Он пообщался с ремесленниками и мастерами, представившими свои работы. Фестиваль народного творчества организован в рамках патриотического лагеря «Потомки героев», в котором приняли участие внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии и дети из Курской области. Благодаря мероприятию они смогли еще ближе познакомиться с абхазской культурой. С участниками лагеря встретился президент Абхазии. Мы и дальше будем продолжать такого рода мероприятия, потому как они направлены на повышение уровня доверия между нашими народами, на то, чтобы каждый из вас обретал большее количество друзей и таким образом обогащался. В нашем очень непростом, достаточно агрессивном мире очень важно иметь надежных друзей, потому как дружба – это сила. А у нас нет другого пути, у нас нет других исторических перспектив, кроме того, как устанавливают дружеские, братские отношения между народами Абхазии и народами Великой России. В формате открытого диалога Аслан Бжания ответил на вопросы молодежи Абхазии и гостей республики, затронув широкий круг тем – от экономических перспектив и внешней политики до экологических проблем и развития общественных инициатив. Рада Чачава, Камила Джупо, Абхазское телевидение. 4 октября в Москве состоятся раздельные, двусторонние и трехсторонние встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Абхазии, министром иностранных дел Южной Осетии, сообщает Абснепресс со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. Теймуразу Кеквискири и Рустаму Анри Гумба присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» за заслуги в области культуры и музыкального искусства. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания. Следующими указами президента за высокое исполнительское мастерство, вклад в укрепление творческих и культурных связей, почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено солисту-вокалисту Северо-Осетинской государственной филармонии Эдуарду Даурову и солистке Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской республики Ольге Сакуровой. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание по факту нападения на граждан Республики Абхазия Лию Агарба и Дэвида Габечия, в ходе которого ему доложили о проводимых оперативно-следственных мероприятиях. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание по факту нападения на граждан Республики Абхазия Лию Агарба и Дэвида Габечия, в ходе которого ему доложили о проводимых оперативно-следственных мероприятиях. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня проведем совещание по результатам работы. Хотел бы услышать о проделанной, как говорится, в целом работе в отношении ситуации, возникшей в отношении Агарба и Габечия. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УВД по городу Сухум 15 сентября. О ходе расследования доложил начальник следственного отдела ОВД по Сухумскому району Рауль Ампар. С момента возбуждения уголовного дела Габечий и Агарба незамедлительно по делу были признаны в качестве потерпевших. 26 сентября гражданка Агарба была ознакомлена с постановлением о признании ее в качестве потерпевшей и была допрошена, дала показания органу предварительного следствия по существу событий нападения. По обстоятельствам следует, что 15 сентября, как нам известно, с молодым человеком, гражданином Габечия, они прибыли в селе Каман, где, находясь в автомобиле, на них было совершено нападение. Лица в масках были
опрысканная не газовыми баллончиками. И после чего уже, прибыв по месту своей работы, это город Сухум по улице Басари, она уже впоследствии обнаружила, что у нее пропала сумка, в которой находились ее телефон. Значит, гражданин Габече ознакомился с постановлением о признании потерпевшим 28 сентября 2024 года, но какие-либо показания по событию, произошедшего 15 сентября, органу предварительного следствия он дать не смог, ссылаясь на то, что эти события он не помнит. Кроме того, ему был задан вопрос, что им было опубликовано в абхазском портале обращение, видеообращение, в котором он указывает, описывает обстоятельства произошедшего нападения, но, ссылаясь на свое состояние здоровья, говорит, что и это интервью он не помнит. В качестве потерпевшего вы его опрашиваете, и он говорит о том, что он ничего об этом событии не помнит. Не помнит, да. Человек в первые минуты, так скажем, после произошедшего на каналах, интернет-площадках заявляет о том, что на них было совершено нападение, достаточно подробно все рассказывает. А как это сейчас, он не помнит, я не могу понять, что это? Ну, я еще раз повторяю, что он заявляет, что не помнит, ссылаясь на свое плохое состояние. Что после 15 сентября он в домашних условиях проводил лечение. Как его зовут, он помнит? Да, как зовут, помнит. Ну, слава богу. Как зовут, помнит, если хорошо. И в отношении него провели медицинское свидетельство? Судебно-медицинская экспертиза в отношении Габеча назначена, но до настоящего времени он еще не явился. Судмедэксперту предоставлены все необходимые документы. В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел, курирующий криминальную милицию Руслан Ажиба, заместитель министра, начальник следственного управления МВД Элеонора Карагазян. Товарищ министр, расследование уголовного дела находится на контроле Следственного управления. Проводимые следственные действия со стороны сотрудников следственного подразделения УВД по Сухумскому району согласовываются в рабочем порядке. Здесь хотелось бы отметить, что с 15 сентября по 28 сентября гражданин Габече уклонялся от явки в следственные органы, ссылаясь на состояние своего здоровья и невозможностью проведения с ним следственных действий. Занимался самолечением. Как нам известно... То есть, я перебью вас здесь на этом моменте. С самолечением что вы имеете в виду? То есть он официально в медицинские учреждения не обращался, получается? Роберт Витальевич, дело в том, что в данном случае участник уголовного судопроизводства, если это потерпевший Габече, должен был, согласно уголовно-процессуального законодательства, представить нам для приобщения к материалам уголовного дела подтверждающий медицинский документ о том, что он является, с ним невозможно проводить следственные действия. То есть то состояние, которое он описывает, должно было быть подтверждено документом? Конечно, однозначно. У нас должно было быть подтверждено медицинской документацией. Как нам известно, 15 сентября гражданин Габече в сети интернет дал комментарий о совершенном в отношении него преступлении. Значит, однако он допрошенный, как мы уже слышали, допрошенный в качестве потерпевшего, детально о совершенном преступлении пояснить ничего не смог. Значит, официальное заявление на день допроса, официальное заявление правоохранительные органы о совершенном преступлении он подавать отказался, ссылаясь о том, что не видит в этом необходимости, так как уголовное дело по факту грабежа, где он является потерпевшим, уже возбуждено. В данном случае правоохранительные органы были лишены возможности предупредить гражданина Габече об уголовной ответственности по статье 308 Уголовного кодекса Республики Абхазия за дачу заведомо ложного доноса, где в протоколе делается соответствующая пометка и учиняется подпись заявителя. Значит, и хотелось бы отметить, что немаловажным фактором в этой ситуации является то, что с 15 сентября мы были лишены возможности, значит, раскрыть и расследовать преступления по горячим следам, где мы могли бы осуществить сбор информации
значит, о месте преступления, о лицах их совершивших или другой значимой для дела информации. Следственные органы ни в коем разе не ставят под сомнение, что событие преступления имело место быть, однако нам до настоящего времени последовательность действий самого Габичи остается для нас она неоднозначной. Центральный аппарат управления уголовного розыска с первого дня подключился и работал. Но так как потерпевшая сторона не сотрудничает с нами, и мы не смогли определить место происшествия, для нас очень тяжело рассказать. Министр Роберт Кют поручил усилить работу по расследованию данного инцидента. Я понимаю сложность этого процесса, потому что обратно же повторяться не будем. Сложность заключается в том, что сами потерпевшие, конечно, должны были, наверное, с учетом рвения такого, которое они проявляли в социальных сетях, для того, чтобы помочь раскрыть нам это преступление. Но это с нас ответственности никак не снимает. Нам необходимо, как я и говорю, все меры предпринять для того, чтобы дойти до истины. Кто бы этот человек или группа лиц не была, необходимо делать все, что нужно. Вторая международная научно-практическая конференция «Шамбовские чтения» открылась в Абхазском государственном университете. Абхазские и российские ученые выступили с докладами о научной деятельности Тараса Шамбо. Мероприятие организовано Всемирным абхазо-абазинским конгрессом совместно с АГУ, Академией наук Абхазии и Московской абхазской диаспорой. Репортаж Алики Трапш. Уже второй год в АГУ проводятся шамбовские чтения, посвященные памяти общественно-политического деятеля Абхазии, первого руководителя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тараса Шамбо. Открывая встречу, ректор АГУ Олег Угварами отметил, что Тарас Шамбо оставил огромный след в жизни абхазского народа. Начиная с 1961 года он организовывал диаспору, молодежную диаспору Абхазии в Москве. И мы собирались, проводили различные мероприятия. Потом Тарас по должностной линии пошел очень далеко. В самые тяжелые времена он, находясь то в Абхазии на должностях, то в России, в том числе и в высших учебных заведениях, всегда имел твердую, грамотную профессиональную позицию. Яркий ученый, юрист, достигший немалых успехов в государственной и общественной деятельности, Тарас Миронович Шамбо внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза по всему миру. Он стоял у истоков образования Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Московской абхазской диаспоры. Тарас Шамбо окончил высшую партийную школу и Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую диссертацию и докторскую. Участников и гостей научно-практической конференции «Шамбовские чтения» от имени президента Абхазии и правительства поприветствовал министр юстиции Анри Барциц, который выступил с докладом на тему «Национально-правовая система Абхазии и Апсуара». С обретением Республики Абхазии независимости, построением собственного современного независимого демократического государства и формированием новой правовой системы правоотношений, Апсуара продолжает оказывать значительное влияние на, подчеркиваю, правоприменение, внесудебного урегулирования споров и конфликтов. Тем не менее, необходимо отметить, что современная правовая система Абхазии основывается на Конституции, на законах, подзаконных актах, которые соответствуют требованиям юридической техники и международным стандартам правового регулирования. Несмотря на закрепляемый конституционными нормами запрет осуществления правосудия иными органами, кроме как судом, современная правовая система Абхазии характеризуется сочетанием формальных институтов права, таких как основанные на законах административная и судебная система защиты прав и свобод человека и гражданина, и неформальных механизмов разрешения споров, которые основываются на традиционных нормах Апсуара. Участники научно-практической конференции отмечали, что Тарас Шамбо обладал лидерскими качествами и всегда выделялся среди окружающих. Особо ярко проявив свои организаторские и дипломатические способности, он сумел в период
Отечественной войны народа Абхазии. Именно в разгар войны была создана Международная ассоциация абхазо-базинского народа, ныне Всемирный абхазо-базинский конгресс. С созданием конгресса за Тарасом Мироновичем закрепилось неофициальное пожизненное звание президента всех абхазов, ведь работа конгресса направлена на объединение всех народов Абаза. Мне, как журналисту гостелерадиокомпании Абхазии того периода, посчастливилось сопровождать Тараса Мироновича Шамба во многих зарубежных поездках. Вклад Тараса Мироновича Шамба в современную историю Абхазии и укрепление связи абхазского народа с братьями Северного Кавказа и России невозможно оценить. Благодаря его личным контактам с известными московскими и зарубежными политиками наша маленькая страна приобрела очень много надежных друзей. Тарас Шамба внес большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии. Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности. Шамба принимал активное участие в разработке современной Конституции Республики Абхазия. Он был человеком широкой души, настоящим патриотом. У Тараса Мироновича, я помню, как сегодня, каждый раз, когда собиралась диаспора 4 марта, он подходил к столу, где сидела молодежь, и каждого спрашивал: как у тебя в университете, на каком ты курсе, какая специальность. Он интересовался не ради красивого словца показать, что вот он проявляет какой-то интерес. Он на самом деле любил и уважал очень студентов. Очень. Я помню, как сегодня, когда я защитил кандидатскую, и мы увиделись через пару дней, он меня спрашивает: как у тебя там с кандидатской? Я говорю: Тарас Иванович, я уже защитился, все нормально. Он говорит: я сейчас позвоню в ВАК, чтобы тебя там не дергали, они там по национальному признаку могут это сделать. Я говорю: да нет, Тарас Иванович, все в порядке, все хорошо, не переживайте, ни в какую аттестационную комиссию мне ходить не придется. Он, несмотря на это, за то, что я сказал, что все нормально, он ровно месяц переживал до получения мною диплома кандидата наук. Он переживал и звонил мне, спрашивал. У него настольной книгой был Страбон. Это удивительно, конечно, но тем не менее Страбон мудрый человек, и Тарас Миронович тоже мудрый человек. Вот. Каким образом мы с ним сблизились? Ведь я же все-таки русский, а не абхаз. Когда шла война, меня это очень сильно затронуло, потому что я, в общем-то, получил после института распределение в Абхазию, то есть я попал не случайно. Вот. И когда после 93-го года вот Абхазия находилась в затруднительнейшем положении, вот, я решил, что я могу своими силами, своими знаниями и, более того, своим терпением и умением помочь Абхазии. Это, конечно, решение непростое, потому что я кандидат биологических наук. Вот, какое отношение к правоведению, так скажем, к законодательству я имею, тут нужно еще смотреть. Но, тем не менее, я бросился в бой за Абхазию, и то, что мы сделали с Тарасом Мироновичем за эти годы, это самая главная работа. Абхазия, правовые основы государственности и суверенитета. Эта книга, она использовалась и в Абхазии, и в России, и за рубежом. Она была переиздана в Турции, она переведена на английский язык. Тарас Шамба – лауреат государственной премии имени Дмитрия Гуля. За значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд награжден орденом Ахтзапша первой степени. Алька Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Агу открылся абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице». В нем участвуют поэты из Абхазии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. В этом году фестиваль посвящен творчеству адыгских поэтов. Он будет проходить до 4 октября. Гугуца Вардания расскажет подробности. В стенах Национального университета сегодня звучат строки из произведений абхазо-адыгских авторов. Все они о родине, о традициях и языке. Как много всего зависит от того, что ребенок, родившийся в абхазской семье, начинает говорить первые слова на абхазском языке, на своем.
В мое время было время запрета абхазского языка. Я не знал абхазский язык до того, как не вернулся в Абхазию после учебы и аспирантуры. Но когда захотел это сделать, сумел. Да, потому что ген был заложен, потому что традиции были в семье именно такие, как абхазские. Цель проекта «Рифмы на Рице» – установление прочных связей между литературоведами и писателями Абхазии, Кабардино-Балкарии, а также пропаганда творчества классиков абхазской литературы и современных авторов на Северном Кавказе. Народ мой, язык родной, бесценный. Вот почему я дорожу тобою. Чисты слова поэта и нетленные. Гордись, поэт, такой своей судьбою. Пайсын Кулиев. Фестивалю в этом году исполняется 5 лет. Все начиналось с имен великих людей, таких как Баграт Шинкба и Заур Налоев. Вначале литературные дни были посвящены именно их юбилеям. Директор фестиваля – вдова султана Сосналиева Любовь Сосналиева. Автор фестиваля – адыгская поэтесса, драматург, журналист, общественный деятель Зарина Канукова. Почему я начала так из года в год стараться приезжать в Абхазию, проводить здесь встречи? Однажды я включила абхазское телевидение. Это было лет 10, наверное, назад. И я увидела именно сельских первоклассников. Они были такие красивые, наверное, самые красивые дети на земле. И я поняла, вот появилось новые люди. И есть для кого стараться. Сам проект «Рифмы на Рице» является частью большого международного проекта «Круговорот поэзии». В прошлом году, обращаясь в Министерство культуры Абхазии, нас министр поддержал с идеей расширить проект. И не только Кабардино-Балкария и Абхазия представлена будет в проекте, а теперь уже и Карачаево-Черкесия и Адыгея. В рамках фестиваля его участники уже посетили музей Даура Зантария. 3 октября они отправятся в село Тюлов, в дом-музей Баграта Шинкба, затем на озеро Рица. Кстати, в этом году в центре внимания творчество адыгейских поэтов. Я передаю теплый привет от всех адыгов, которые проживают в республике Адыгея. И табу сказано, что на самом деле очень, наверное, непросто называть себя вот поэтом, потому что это громкое имя. И здесь сегодня в зале сидят именитые поэты Абхазии, с которыми мы имеем счастье быть знакомыми. Но самое главное, что мы, наверное, едины общей культурой, общими традициями, они очень похожи, общим созвучием языка. Вот мы, общаясь, понимаем, насколько вот сейчас мы, мне кажется, понимаем даже, может быть, не до конца осознавая произносимые слова собеседникам, но мы все говорим на едином понятном языке. У нас общие задачи, общие цели. И я думаю, что впереди еще большая творческая работа. Фестиваль «Рифмы на Рице» завершится 4 октября. Гугут Савардания, Нарсул Цулукия, Абхазское телевидение. Медиашкола для молодых и начинающих журналистов открылась в Доме Москвы в Сухуме. Занятия будут проходить 2 и 3 октября. Ведущие российские специалисты в области журналистики, ораторского искусства и эффективных коммуникаций проведут образовательные мастер-классы. Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Очаг возгорания находился около цитрусовых плантаций, которые сильно пострадали. Огонь не утихал около суток, но на сегодняшний день пожар локализован. На место выехали министр сельского хозяйства Беслан Джопа и наша съемочная группа. Репортажа Ульяны Рожковой.
Такого масштабного возгорания арендаторы цитрусовой плантации не переживали никогда. Более 30 гектаров цитрусовых сгорели в селе Магуиджа. Потеряно более 300 тонн урожая. Сотрудники пожарно-спасательной части города Гал совместно с жителями села тушили огонь. Пострадала также хвойная ветрозащитная полоса. Создана комиссия по оценке ущерба. Надо сказать, что вот за эти последние дни пожар, который разгорелся с особой силой вот в этой местности и сопутствовал ветер, то, конечно, ущерб очень большой. Здесь вот государственное хозяйство от цитрусовой плантации до 290 гектаров, и они вот находятся в аренде у наших предпринимателей, граждан Абхазии. Эти ребята, они выходили, они почистили эти участки, которые находились вот заросшие, большие вклады понесли. Мы им помогали, сколько могли, препаратами. Они полечили, покосили. Одним словом, много труда было вложено и средств. Но, к сожалению, этот пожар нанес значительный ущерб. На домовладение местных жителей угрозы распространения огня не было. Эвакуация не понадобилась. Ранее МЧС сообщала, что сильный ветер и жаркая погода в воскресенье привели к перерастанию небольшого природного возгорания в верховой пожар. На его ликвидацию были направлены пожарные подразделения из Ачимчиры, Ткварчала, а также помощь оказывали спасатели Ингургэс. Все деревья, как говорится, сгорели или что-то останется, это уже весной мы будем определять. Ну, визуально, я думаю, из того, что горело процентов 90, там уже видно, прям стволы полопались и так далее. В общем, такая, можно сказать, как апокалипсис. Такого мы тоже не дети, здесь выросли, можно сказать, в этом хозяйстве. Такого никогда мы не видели. И как назло, в этот день ураганный ветер был и не остановился 2 суток. До сих пор, вот вы наблюдали, сутки дождь идет и до сих пор тлеет. На сегодняшний день пожар локализован. Будут приниматься необходимые меры по расчистке территории и восстановлению цитрусовых насаждений. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» при поддержке аппарата уполномоченного по правам ребенка и МЧС продолжает сбор средств на оказание гуманитарной помощи детям и иным гражданам, пострадавшим в результате трагических событий в Курской области. На все собранные средства будут приобретены не портящиеся продовольственные товары, такие как вода, крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, а также средства личной гигиены. Те, кто готов присоединиться к сбору гуманитарной помощи и предоставить что-то из перечисленных выше продовольственных товаров, могут обратиться по телефонам 773 50 50, 226 55 53. Сбор гуманитарной помощи продлится по 7 октября. С реквизитами для перечисления средств можно ознакомиться на сайте КБФ «Ашана». 4 октября с 10 до 18 часов в городе Учимчира в мобильном диагностическом центре на территории Центральной районной больницы будет проводить прием сурдолог-отоларинголог. В ходе приема будет возможность выявить проблемы, связанные со слухом, провести индивидуальный подбор и настройку слуховых аппаратов. 1-2 ноября в Гагре пройдет 5-й туристический форум «Визит Апсны», сообщает Апсны-пресс со ссылкой на президента Абхазского союза туризма Анну Калягину. Форум соберет экспертов из России, Турции, Абхазии для обсуждения актуальных вопросов, касающихся развития туристической отрасли. Параллельно с деловой программой пройдет выставка, где представят услуги, оборудование и товары для оснащения предприятий общепита и гостиничного бизнеса. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 3 октября, облачная погода. Ночью местами возможен слабый дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.